Всем мира, друзья! Это очередной выпуск, посвященный взятию Казани. Сегодня мы попытаемся рассмотреть это событие, сфокусировавшись не на Казани, а на Москве и понять, какие предпосылки существовали для события 1552 года. Москва объединила не только все территории Северо-Восточной Руси, включая такие крупные и мощные центры, как Тверь и Новгород, но и подавила княжескую оппозицию внутри правящей семьи без серьезных потрясений, пройдя через череду междоусобных войн и мятежей. Отныне центром всех русских земель стала Москва, которая в 1546 году приобрела новый статус царства. Подготовка к коронации царской короны велась еще в период княжения Ивана III, но так и не была реализована. Лишь спустя почти 50 лет московские власти решились короновать нового великого князя царским венцом, подчеркивая тем самым его равнозначность с императорами Рима и Византии, а также ханами Золотой Орды. Новый статус царя точно вписывался в политическую стратегию московских властей на захват новых территорий, прежде всего бывших земель Киевской Руси, а также в мессианскую идеологию Третьего Рима. Сразу после воцарения молодой царь Иван IV начал реформы, которые ему предлагали ближайшие советники: князь Адашев, ставший главой правительства, и духовник, наставник царя Сильвестр. В результате реформ были частично упорядочены землевладения и система управления, проведена военная реформа, приведшая к возникновению полков регулярной армии стрельцов, созданных по аналогии с полками турецких янычар. Вместе с тем реформы выявили большое недовольство, существовавшее в среде основной опоры самодержавия дворян. После окончания длительных и кровавых междоусобных войн на Руси остался значительный контингент военных, которые привыкли воевать, но в мирной жизни практически не имели средств к существованию. Те небольшие земельные владения, которыми наделяло правительство дворян, часто не могли не только обеспечить их средствами, необходимыми для поддержания боеготовности, то есть конно и оружно прибывать на царскую службу, но и прокормить их семьи. После земельного передела в 1550 году практически весь резервный земельный фонд был истощен. Необходимо было либо срочно найти земельные уделы, либо начать новую войну. Идеологическим выразителем этих интересов стал публицист Иван Пересветов, прямо утверждавший в «Челобитной царю» следующее: «Да слышал про ту землицу, про Казанское царство, у многих военников, которые в том царстве Казанском бывали, что про нее говорят, применяют ее под райской земли, угодием великим. Да тому весьма удивляемся, что таковая землица у сильного царя под запазухой, а в недружбе. И хотя бы таковая землица и в дружбе была бы, никак бы ее не можно терпеть за такое угодие». Историки давно спорят, был ли это реальный человек, либо за этим псевдонимом скрывался кто-то из идеологов избранной Рады. В последнее время довольно убедительно была сформирована мысль, что автор этого сочинения, взяв реальную челобитную царю, переписал ее, превратив в дворянский манифест. Естественно, что таким дворянским публицистом мог быть и сам царь Иван. Как бы то ни было, но то, что программа, заложенная в этом сочинении в отношении Казанского ханства, была впоследствии выполнена полностью, само по себе уже может свидетельствовать, что автором ее был не просто безвестный военник, а идеолог, напрямую имевший отношение к формированию государственной политики. Программа, заложенная в ней, прямо и недвусмысленно декларирует, что даже если бы Казань и в дружбе была бы, то ее и в этом случае следовало захватить из-за ее плодородия. Военному захвату Казани также предшествовала серьезная подготовка со стороны московских церковных и светских идеологов, включавшая целый ряд положений, таких как Казань исконно русские земли и Казань вотчина русских князей, которые концентрировались вокруг политической доктрины «Москва, Третий Рим». Для внешнего мира московским царем постоянно утверждался тезис о том, что Казань – наш юрт, и говорилось о праве русского царя ставить на его престол своих ставленников. Формулировка этого тезиса звучала так: «Поискайте отчины прародителей своих великих князей русских земли болгарские Владимира и другого Владимира Мономаха, и воссиявшего во всем великолепии князя Дмитрия Ивановича Доскова, и же победу творящего на сопротивных же, не покорившихся ему».
Важнейшим идеологическим основанием, своего рода внешнеполитической частью доктрины Третьего Рима, являлось стремление расширить пределы православного мира, покорить и христианизировать покоренные народы, тем самым цивилизуя их. Идеологическая доктрина христианства против ислама явно прослеживается в посланиях митрополита Макария Ивану IV, стоявшему под Казанью. Так он писал, подчеркивая вину казанцев: «И же с помощью Божией и заступлением мужественную тебе царя, и царский добрый стоятие и во всем христиолюбивым воинством противу супостат своих безбожных казанских татар, твоих изменников и отступников, и же всегда не повинне проливавших кровь христианскую и осквернявших и разорявших святые церкви». Далее он, сравнив святую и чистую нашу и пречистейшую веру нашу христианскую греческого закона с солнцем и светом, прямо называет татар исчадиями ада и предлагает христолюбивому воинству вернуть их обратно в гиену огненную. Он пишет следующее: «На ню всегда свирепеет гордый он змей, лукавый враг дьявол, воздвигает на лютую брань погаными своими недругами, крымским царем, и их пособники поганые языки крымских и казанских татар. Их же последние зрить в одно адово, и даже и муть наследовать огонь негасимый и тьму кромешную». В той же дьяволоборческой стилистике выдержаны и все другие послания Макария царю, что позволяет считать идею священной войны одной из важнейших идеологических составляющих обоснования Казанской войны. К тому времени выявилась геополитическая слабость России. Она оказалась на периферии Европы, в стороне от главных торговых путей к Балтике и Средиземноморью. Требовалось не просто появиться на границе Европы, но и включиться в международную торговлю и политику. Но на этом пути перед Москвой встали непреодолимые препятствия. Ливония в то время казалась достаточно сильной державой, которую готовы были поддержать Швеция и Польша, главным образом, чтобы не дать изменить баланс сил в Прибалтике, а Крым при поддержке Турции отразил все попытки русских войск продвинуться на юг при Черноморье. Взоры московского правительства устремились на восток к Казани, которая переживала далеко не лучшие времена. Поэтому военная активность и начало Казанской войны четко совпадают с заключением перемирия с Речью Посполитой. Что же касается самой Казани, то в этот период аристократия оказалась безнадежно разделена на группировки. Все они стремились сохранить свою власть и независимость. Но одни стремились опереться на Москву, а другие на Крым и на Гайскую Орду. В результате обострения междоусобных расприй ханский престол переходил от одного хана к другому, а сила татарских родов слабела во внутренней борьбе. Обычной стала политика, когда проигравший клан почти полностью истреблялся победителями. Завоевание Казани приветствовалось московскими историками, политиками и идеологами как великий национальный успех нарождающейся Российской империи. Оно стало важнейшей отправной точкой, после которой страна неминуемо двинулась в сторону создания самодержавной власти, ущемления прав всех подданных, милитаризации, имперской идеологии и великорусского самосознания. Существует расхожее выражение, что если бы за Уралом был океан, то Россия давно бы стала нормальным европейским государством, но в результате завоеваний, а потом и многовекового освоения Сибири и Дальнего Востока, Россия оказалась отброшенной далеко назад. Не Россия колонизировала Сибирь, а Сибирь в итоге поглотила Россию. Произошел не прорыв к новым общественным отношениям и производствам, а консервация старых порядков. Расширение границ, колонизация обернулась подавлением всех слоев населения, оставшихся под государственным ярмом. Отсутствие модернизации – это цена, которую российское общество заплатило за завоевание Казани, а потом и Сибири. Взятие Казани стало первым шагом русского государства к завоеванию на Востоке, сделало ее империей, жестко подавлявшей сопротивление народов к свободе и, как следствие этого, усилило самодержавие и деспотизм внутри русского общества. Завоевание Казани знаменовало конец политики реформ Ивана IV Грозного и переход его к самодержавному управлению. На историческое сознание русского народа взятие Казани, Астрахани, а позже и покорение Сибири оказало глубокое влияние. За краткий исторический период русский народ нанес поражение своим давним противникам татарам
и занял их обширные земли, поставив себя вровень с великими народами прошлого. Недаром, как в официальных кругах, так и в фольклорной среде взятие царственного града Казани неразрывно связано с приобретением русского государства царского статуса. Вскоре после взятия Казани в отправленной в Речь Посполитую грамоте московские бояре именовали Ивана IV не только царем, но и великим государем. Тем не менее, в русском фольклоре не так много радостных и торжественных победных песен о блистательных завоеваниях и завоевателях Поволжья и Сибири. Более того, можно сказать, что бесконечные войны, походы и взаимные истребления не оставило в исторической памяти русского народа чувство торжествующего победителя. В исторической памяти русского народа эти песни получили своеобразное преломление и больше напоминают противопоставление официальному словословию в адрес хвастливых победителей. И в ответ на рассказ о красотах подрайской земли Казанской, народ устами героя одной из таких песен напоминает о костях простых людей, на которых построено это здание славы Ивана Грозного, омываемого бесконечным потоком крови и слез. Не обманывай, добрый молодец, я сама давно про то ведаю, что Казань город на костях стоит, Казаночка, речка кроваво течет, мелкие ключки горючие слезы, по крутым горам все головы молодецкие, все стрелецкие. Так получается, что народный эпос раскрывает несколько иную картину тех событий. Друзья, в следующем выпуске мы начнем подробно рассказывать о самом взятии Казани в 1552 году. Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях, подписывайтесь на наш канал, ставьте мощные татарские лайки и знакомьтесь с историей вместе с нами. С вами был Ринат Хабибуллин и Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау было, и до новых встреч. Пока.